Сегодня многие чеченцы хотят внушить всем, что ингуши – это часть чеченского народа, и говорят на диалекте чеченского языка, исходя из многочисленности чеченоговорящих. Это то же самое, что сказать, что англичане произошли от американцев, и что их язык не английский, а американский. Для начала выясним, откуда взялись этнонимы ингуши и чеченцы. Этноним ингуши произошел от названия Ангушт, село на юге пригородного района. Этноним чеченцы относится к Чечен-Аул, село расположено в 8 километрах к юго-востоку от города Грозный. Слово «ангушт» от «ангуште» переводится с ингушского языка как «место, где виден горизонт». Слово «чечен» не переводится ни с ингушского, ни с чеченского и взято из другого языка. Ингуши сами себя называют галгай. Чеченцы называют себя нохчи. Кто такие чеченцы? Изначально чеченцами называли Аварское ханство династии Турловых на территории Чечни, на поляне Чечантала, со столицей в Чечен-Ауле. Ингуши никогда не были вассалами этого ханства, так что этот термин априори не мог относиться к ингушам, так как ингуши были названы в честь своего родного аула Ангушт. Русские взаимствовали название ангуши, то есть ингуши, у кабардинцев, которые граничили с ингушами на равнине. То, что некоторые русские исследователи в XIX веке относили ингушей к чеченцам, это своего рода объединение для личного удобства при изучении Кавказа, не более того. Известный грузинский царевич Вахушти Багратиони писал об ингушах Дзурдзуков еще в 1745 году, а чеченцы в тот момент всего лишь племя, которое относилось больше к дагестанцам, и это не та Чечня, которая сегодня. Вахушти не относил чеченов к дзурдзукам, так как в Восточной Чечне доминировала дагестанская культура, и там нет следы ингушской башенной архитектуры. В труде Иоганна Гюльденштеда во второй половине XVIII века написано: «Округ Чечен. Он занимает область Нижнего Аргуна и Бюстина, впадающих в Сунжу, и весьма обширен, вследствие чего под именем его обитателей чеченов часто понимают весь кистинский народ. Чечены имеют своих собственных князей. Правящая фамилия называется Туркан. Она состоит в родстве с Авар-ханом». Также подмечено, что ингуши сами себя называют галгай, а не нохчи или чеченцы. В этом же труде мы читаем, какие селения принадлежали ингушскому народу в конце XVIII века. Итак, округ Ангушт находится в широкой долине в верховьях Кумбелея. Округ Шалха, называемый русскими Малый Ангушт, по причине связи его с предыдущим округом, лежит у основания горного хребта. К этим обоим округам относятся следующие деревни: Галга, Тирол, Ака, Бетцы, Бушу, Кирхерёцеле, Галай, Ялгар, Сарай, Ной, Гой, Кехкай, Местой, Нашах, Сулай, Мелёр, Корби, Махши, Ахсай, Шадгии, Аздар, Хейзихи, Цизди, Паланг. Многие ингушские общества сегодня уже ассимилированы с чеченцами, но тем не менее всем известно, что эти общества всегда говорили на ингушском языке, который отличается от чеченского диалекта. На территории Ингушетии никогда не существовали топонимы или предания, связанные с термином нохчи. Зато о миграции из Галгая на восток существует много сведений и предания у ингушей, как и у чеченцев, и существовал топоним Галгай-Юрт и Галгай-Аре в Очхой-Мартановском районе. О том, что чеченцы как этнос моложе, чем ингуши, подтверждается в трудах разных лингвистов и кавказоведов. Николай Яковлев, лингвист-кавказовед, специалист по теоретической и прикладной лингвистике. Со второй половины XVI века начинается эмиграция ингушских племен из Нагорной полосы на теперешнюю чеченскую плоскость. Многочисленные нагорные племена из Нашха, с верховьев Аргуна и из Чеберлоя вновь перемешались на плоскости, подпали под влияние соседних плоскостных культур – русской, кабардинской, ногайской, кумыцкой и калмыцкой, и дали в результате новую культурную область с новыми центрами, в которых сформировались новая культура и новый язык – чеченский. Иоганн Бларамберг, генерал-лейтенант и кавказовед. Ахи или акинцы, они совершенно независимы, ими управляют выборные старейшины. Они враждуют с чеченцами и хивсурами. Говорят они на мычкистском диалекте, таком же, каким пользуются галгаевцы. Ипполитов пишет следующее в труде «Этнографические очерки Аргунского округа». Акинское общество, близкое к обществу галгаевскому и кистинам, как по географическому своему положению, так равно и по единству происхождения. Попов, историк и лингвист, в сборнике сведений Терской области пишет: придерживаясь строгого научного исследования, можно заметить, что нашхоевский язык совершенно сходен только с языком галгаевцев. Эта картина резко начала меняться из-за активного переселения нашхоевцев на равнину. Очень долго чеченцы утверждали, что Нашах прародина чеченцев,
Но когда историки выяснили, что нашхой когда-то считались ингушами и говорили на ингушском языке, нужно было поменять версию происхождения, дабы не признать, что ингушский язык древнее, чем чеченский. Николай Яковлевич Данилевский, русский социолог-культуролог, публицист и естествоиспытатель, писал в XIX веке, что кисты, ингуши и карабулаки говорят одним языком, и что чеченский диалект много различествует от коренного языка. Кисты, ингуши и карабулаки, те же Орстхай, это разные названия ингушского народа. Каждый, кто изучал историю, знает, что до XIX века нигде не упоминается чеченское самоназвание Нохчи или Нахча. Многие чеченские историки пытаются удревнить термин Нахча, чтобы не признать, что термин Галгай намного древнее, и ссылаются на армянского писателя Моисея Харенского, который ошибочно называет яксаматов нахчематянами. Наталья Волкова в книге «Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа» пишет: Яков Манандян, исследовавший вопросы авторства армянской географии, отмечает: армянская география, пользовавшаяся в Армении широкой популярностью, сохранилась в многочисленных рукописях и печаталась многократно, начиная с XVII века. Древнейшая рукопись не восходит, однако, далее XIII века. Не представляя себе четко местоположение народа Нахчо, автор армянской географии, основываясь на некотором звуковом совпадении терминов яксамат и нахчемат, расположил народ под этим именем в местах, где Птолемей помещал яксаматов. Кроме названных источников, крайне редкие упоминания самоназвания чеченцев, Нохчо, встречаются лишь в кавказоведческой литературе XIX века. Как уже подмечено, термин Нохчи встречается в источниках впервые в XIX веке. Но это не мешает многим чеченским уже историкам утверждать, что Галгай, или ингуши, всего лишь часть чеченского этноса. Теперь посмотрим, как соседние народы называли и называют ингушей и чеченцев. Аварцы называют ингушей исконно ингушским самоназванием Галгай. Чеченцев знают как чеченав. Кумыки также называют ингушей ингушским самоназванием. Чеченцев они называют мичигиш. Мало кто знает, но в осетинском языке есть два обозначения для ингушей. Первое махалан, а второе хуга, искаженное от галга. Во многих грузинских документах ингуши также известны под самоназванием Галгай. На грузинском это глигвы или гылго. В грузинских источниках глигвы упоминаются еще в XI веке. Известный грузинский писатель Важа Пшавела употребляет два названия для обозначения ингушей – Кистыны и Галгай. В стихах Пшавела также нигде не упоминается термин Нохчи. Далее увидите, что Галгай, на грузинском глигвы, обозначены на многих картах XVIII века, а чеченское самоназвание Нохчи отсутствует. Известен лишь термин чеченцы. Изучая вопрос об эндоэтнонимов и экзоэтнонимов народов Кавказа, выяснились интересные факты. Ингуши – это единственный народ Кавказа и мира, который чеченцев называют Нохчи. Чеченцы у соседних народов Кавказа в позднем Средневековье, как и сегодня, были известны под названием Чеченав, Мичигиш, Чечни, Шашан и Сасан или Сасайнак. Даже тесно общавшиеся с чеченцами лезгины, аварцы, даргинцы и кумыки не знали их под названием Нохчи. И это очень странно, если учесть, что далеких галгаев они знали под своим самоназванием. Обычно о человеке, который живет вдали от нас, мы имеем мало информации. Максимум знаем, как его зовут или еще что-то. Если, конечно, он не знаменит своими делами. А когда человек поселяется рядом, то мы узнаем даже, как его зовут у себя дома, его кличку и так далее. По этой же логике ожидаемо, что дагестанские народы знают самоназвание чеченцев. Тем более чеченцы были самым крупным народом северо-восточного Кавказа в XVIII-XIX веках. Но им оно неизвестно, а самоназвание далеких галгаев они знают. Более того, и грузины, и осетины, и черкесы называли ингушей своим самоназванием. А знают, потому что галгаев в средние века были значительной силой в Центральном Кавказе и, так сказать, засветились тут. Также это лишнее подтверждение о том, что Нохчи – это молодое племя, и это название покрыло горных жителей, которые прежде себя так не называли. В
В книге «Славянская энциклопедия. 17 век» упоминаются калканцы, горные люди, которые располагались в горах, прилегающих к Дарьяльскому ущелью в XVI веке. Калканы, как и Калкай, также искаженное от ингушское самоназвание Галгай. Это доказывает, что еще в 1500-х годах ингуши известны как Галгай. Следующие отрывки взяты из книги немецкого путешественника и полиглота Юлиуса Генриха фон Клапрота «Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в 1807-1808 годах». Книга издана в Берлине в 1812 году. Если мы допускаем, что леги являются народом, ныне известным на Кавказе под именем лезгин, и признаем гелов в ингушском племени Галгай, проживающем на реке Аса или Шалхир, впадающей в Сунжу, то Мирмадалис не может быть ничем иным, как Тереком или Сунжей. Следующая цитата из изданий 1814 года того же автора. «Страна ингушей Галга, Кист-Гликва, простирается на юго-восток. Здесь насчитывается 36 сел. Страна Галга на грузинском Глигвы. У Страбона и Занара ингуши, которые себя называют Галга, известны под именами Гелай или Гилай». Страбон, античный историк и географ Римской Греции, родился в I веке до нашей эры и умер в 20-х годах нашей эры. Иоанн Занара тоже являлся автором известной хроники и византийским историком XII века. В переводе труда Клапрота на французском, издано в Париже в 1823 году, также читаем, что гелы Страбона и другого древнегреческого писателя Плутарха – это ингушское племя Галгай. Карл Генрих Эмиль Кох в своем труде «Путешествие через Россию к Кавказскому перешейку» в 1836, 37 и в 38 году пишет: «Лезги и гелы смотрятся как первоначальные народы, и они, без сомнения, были родственны друг с другом». Страбон говорит в своем замечательном географическом труде, что на севере между албанцами, населением современной Кахетии и Ширвана, и амазонками, тюркскими народами, женщины, которые прежде отличались воинственным мужеством и храбростью и сами вели в сражения воинов. В горах жили гелы и леги. Гелы сохранились до сегодняшнего дня, как Галгай или Халха, а на легов отчетливо показывают лезги. Эти два народа еще до сегодняшнего образуют два главных племени и населяют гелы западную, лезги напротив, среднюю часть Дагестана. Выше названные грузинские племена Хивсур, Пшавов и Тушин изначально проникли часть из южных склонов Кавказского хребта. Обратимся теперь к трем уже названным городам. И начнем с гелов, которые простираются к северу до Малой Кабарды и Терека, к югу почти до самого главного Кавказского хребта, к западу также до Малой Кабарды и Терека, и к востоку до Кумыков и водораздела, слияния рек Аргун и Такара. На юге они многократно смешались с татарами, и в прежние времена существовали, особенно на Сунже, мощные империи с незначительными городами. В Чечне, в большом селении на Аргуне, в прошлом веке объявился предводитель и поработил все племена равнинных областей. По главной местности всех его подданных русские покрыли именем чечен или чеченцы, имя, которое неправомерно принято многими другими народами. Гюльденштедт использует для гелов название кисты, но оно подходит только для одного племени. Народы, живущие вокруг, называют их мисджиги. В верхних долинах Асы живет настоящее племя гелов, которые еще и сегодня называются Галгай. Оно разделяется на три братства – Галгай, Галашка и Дубан. Западнее Галгай, на западных склонах и долинах водораздела Сунжи и Терека живут ингуши, которых я отмечал уже при описании Владикавказа. Они занимают преимущественно долину Кумбалея и верхние части Сунжи и состоят из трех братств. Назрань, Ангушт и Шалха, которые полностью уже подчинились России. Долина Макал принадлежала раньше им, но сейчас частично заселена осами и подчинена тагаурским князьям. Другие кисты живут восточнее Галгай, в верхних долинах Большого и Малого Аргуна и образуют многие братства, среди которых я знаю Адхи, Мести, Миредши, Митхо, Акхо и Шубузы. Что же касается гелов, смешавшихся с татарами, которые зовут себя мычкизами и которых я для краткости хочу назвать чеченными, то они образовали ранее множество братаний, которые сохранились частично и позже. Те, что на Сунже, полностью покорились и носят имя мирных,